Инту посетил министр национальной политики Республики Коми Роман Носков. В рамках рабочего визита в Приполярье он провел ряд встреч, побывал в Краеведческом музее, библиотеке и Центре национальных культур, который отмечает в этом году 25-летний юбилей. В Центре национальных культур министров встречали представители обществ, которые функционируют на базе ЦНК. Гостеприимные коми, украинцы, марийцы, татары собрались за одним столом, чтобы задать министру интересующие вопросы, обсудить насущные проблемы. Роман Носков рассказал о реализации государственной программы национальной политики, которая включает в себя разные направления. Кроме фестивалей, песен, плясок национальных, мы занимаемся еще достаточно большим количеством направлений. Сейчас очень актуально стала работа с мигрантами, которые в нашу страну приезжают, в том числе, ну и в первую очередь, наверное, это граждане, которые приезжают с ЛНР, с ДНР, с других каких-то областей Украины. В нашу задачу входит адаптация мигрантов нашей республики. Мы совместно работаем с миграционным управлением Министерства внутренних дел нашей республики. По украинцам мы с диаспорой украинской договариваемся, помогаем в переводе документов, те, которые нужны после прибытия в нашу страну. Это, как правило, паспорта, это свидетельство о рождении, это свидетельство о браке, то есть те документы, которые нужны для того, чтобы первую какую-то помощь людям можно было получить. Еще, ну и для достижения этих целей, для реализации у нас создан Центр адаптации мигрантов при Доме дружбы народов. На базе Интинского дома дружбы народов функционирует 8 национально-культурных обществ, которые бережно хранят традиции своих предков, знакомят интинцев с народными обычаями, обрядами и языками. Большинство мероприятий проводится на местном уровне, а председателям НКО хотелось бы выезжать за пределы города, обмениваться опытом и наладить тесное сотрудничество с автономиями в других городах и районах. Наши все председатели всегда ездили на какие-то курсы, встречи, вот автономии устраивали. Сейчас как-то это немножечко стихло, и поэтому мы, получается, последние лет 10, наверное, в собственном соку. Именно председатели автономии? Да, именно председатели автономии. Вот у нас Евгения Александровна, она очень много выезжала в Йошкар-Олу. Нет, я уже давно не выезжаю. Нет, раньше-то выезжала. И когда ездили, когда приезжали оттуда, естественно, с новыми ощущениями, с новыми какими-то идеями приезжали, и вот это воплощали. Сейчас вот такое ощущение, что мы немножечко вот сами в себе, да, у нас замечательное общество национально-культурное, они такие замечательные мероприятия проводят, такие, и они так сплотились друг с другом все, то есть вот прямо действительно такой прям очень хороший, теплый дом дружбы у нас в городе. Но как-то вот выезжали именно представители автономии всех, да, одновременно, получается, или к своим автономиям? Именно к своим, да, именно к своим. Центр национальных культур был создан в Инте в 1997 году в соответствии с постановлением главы администрации. Торжественное открытие Дома дружбы народов состоялось в марте 1998 года. Сегодня ЦНК осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям, ведущим из которых является национальное. Именно здесь сохраняются и развиваются разные культуры и традиции во всем жанровом многообразии. Интинский дом дружбы проводит огромное количество массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, свадебных обрядов и ритуалов в соответствии с национальными обычаями. Творческий коллектив Центра постоянно участвует в различных фестивалях, конкурсах, концертах. В Доме дружбы регулярно организовываются выставки и всевозможные культурно-массовые мероприятия. Несмотря на тесное сотрудничество со всеми образовательными организациями Инты, молодежи в национально-культурных обществах катастрофически не хватает. Центр национальной культуры, который мы сегодня посетили, вот тут я на самом деле впервые. Мы видим его чаще по отчетам и сводкам, которые нам в министерство приходят с муниципальных образований, а здесь удалось и пообщаться с руководителями национальных культурных автономий, с директором центра. Мы прошли, считаю, что центр большой, удобный для города, очень хорошее место, где могут собираться сегодня люди разных национальностей и реализовывать различные свои проекты.
что надо сделать для того, чтобы мы как раз об этом и говорили сегодня с руководителями автономии, что надо сделать, чтобы новые искорки какие-то появились, новая жизнь вдохнулась. Надо, наверное, прежде всего искать подходы к молодежи. Молодежи, привлекать их. Инта сегодня такой же многонациональный город, как и вся наша республика, поэтому люди всех национальностей должны, с моей точки зрения, жить и работать сообща на своей малой родине для того, чтобы жизнь здесь была комфортной и удобной для всех. В рамках рабочего визита в Инту министр национальной политики Республики Коми также провел встречу с представителями интинского представительства межрегионального общественного движения «Коми-Войтер». Побывал в Краеведческом музее и Центральной библиотеке, пообщался с коллективами культурных учреждений. Перед отъездом в Сыктывкар для Романа Носкова организовали экскурсию по городу. Город оставляет впечатление небольшого, очень уютного, чистого города. Наверное, в таких городах очень хорошо жить, мне кажется. Мы посмотрели все практически, наверное, достопримечательности города, в том числе башню, площадь Шахтерской славы. Мы посетили Краеведческий музей, где узнали об истории Инты, от ее заселения, еще не Инты, а территории, и до сегодняшних дней. Впечатления очень хорошие. Министр национальной политики Республики Коми провел в Инте один день. Программа рабочего визита в Приполярье была насыщенной.